Сухум – древнейший город мира. Ему больше 2500 лет. Таких городов в мире не так уж много. Иерихон в Израиле, Дамаск в Сирии, Библ в Ливане, Сузы в Иране и другие. Однако Сухум, который мы видим сегодня, это постройки, возведенные после последней русско-турецкой войны 1878 года. Дело в том, что наш город на протяжении всех веков неоднократно стирался с лица земли и снова возрождался. Он всегда был предметом вожделения для разных завоевателей – римляне, греки, персы, генуэзцы, турки, грузины. Сухум веками был под игом некоторых народов. 3 века абхазы жили под протекторатом Турции. Оставляя Сухум в конце XIX века, турецкие янычары сожгли дотла все строения, вырубили все деревья под корень. Город был превращен в пустыню и обезлюдил. А теперь еще немного истории. 40 лет шла Кавказская война, в результате которой было осуществлено более 5 волн махаджирства. Произошло переселение абхазского населения в Османскую Турцию. Земли Абхазии обезлюдили. Сюда хлынули колонисты, греческие купцы, табачные промышленники, скупали земли, строили дачи, виллы, особняки. Но надо отдать должное, эти постройки осуществляли российские архитекторы, потому мы до сих пор любуемся их творениями. Однако колонизация края резко изменила этнодемографическую ситуацию в Абхазии. Целенаправленное переселение в Абхазию продолжалось и в дальнейшем. Оно приняло преднамеренно плановый характер при меньшевистском правительстве Грузии. В Министерстве земледелия Демократической Республики Грузия был также создан специальный переселенческий отдел. Вот на таком фоне происходило строительство города в ранний советский период. Известно, что Сухум он по-разному назывался, много раз возрождался, погибал, бывали пожары и вновь возрождался. Но мне кажется, вот античная структура, она осталась до сих пор. Эти вот прямоугольные кварталы, эти линии улиц, которые соединяют море с горами, вот эта структура города, она возобновлялась. Поэтому вот я ощущаю через вот эту структуру Сухума связь этих времен. И мне бы очень хотелось, чтобы она сохранялась. И сохранялся вот этот вид с моря и так далее, когда видны горы, они закрываются домами. Так что вот мне кажется, это такая ясная структура, очень гармоничная, геометричная немного, но она, мне кажется, очень хорошо вписывается именно вот в такой геологический контекст. Здесь возникали здания, которые можно встретить в Базеле, там, в Женеве, в других европейских городах, на юге Франции и так далее. Вот. И, конечно, эти дома, они до сих пор, те, которые сохранились, это жемчужины нашего города. Но когда они были новыми, когда занимались очень серьезно озеленением города, и я вот обратила внимание, что в очень многих описаниях разных людей вот это выражение «Сухум» – город, утопающий в зелени. То есть это было такой составной частью образа этого города. Вот такая жизнь растений, да, это значит и цветы, это значит и птицы, это значит ароматы, тень в жару и так далее. То есть это было вот такой неотъемлемой частью города. К сожалению, сегодня это уже не так. Мне кажется, советские архитекторы, мне кажется, они очень хорошим образованием обладали, и они как раз не могли не видеть эстетику вот этого города, с которым они работали как профессионалы. И они, естественно, хотели не разрушить, не нарушить своими какими-то экспериментальными проектами, а развить и укрепить вот эту эстетику, эту гармонию существующую города. И мне кажется, многие постройки, которые появились в советское время, они очень гармонично вписались в город.
Это и правительственные здания, это и здание вокзала, это здание Национального банка. Старый Сухум застраивали люди, среди которых было немало греков-предпринимателей, а также российская интеллигенция. В городе выстраивались шикарные виллы в стиле модерна и торговые заведения. Позднее появляются табачные склады и доходные дома. Открываются гостиницы и меблированные номера. Русские интеллигенты строили дачи в модном тогда стиле шале. В августе нынешнего года в Доме Москвы были проведены летние урбанистические практики. Мы решили взять интервью у ведущей Светланы Маковкиной, каким ей показался наш город Сухум. Я увидела город, как мы уже сказали, имеющий свое лицо, с разными форматами истории, переплетенными на одной территории. Когда вчера вот мы посетили перед открытием еще замечательную крепость, когда ты осознаешь, сколько пластов истории здесь еще вниз. Я гуляла по городу, смотрела здания, сооружения разных веков, разных уровней. Они все разные, они все в разном состоянии. Но они настолько... И вообще весь город настолько проникнут историей, и как будто бы в каждом месте ты ее чувствуешь по-своему. И четко ощущается, вот здесь есть там, там крепость, да, совсем древняя какая-то древность, прям которой просто хочется наслаждаться и приобщиться. Есть понимание, что есть имперский период, есть советский период, бесспорно. Есть период уже после, там, как город развивается после всех событий там 90-х и сегодня. И вот эти вот пласты развития, они как будто бы видны, но, еще раз повторюсь, у меня какое-то, это чисто мое ощущение, наверное, какой-то вот этой ускользающей красоты, что она как будто бы есть, и она явно требует внимания к себе, но она как будто бы сейчас нечеткая, не выстроенная. То есть мне как-то, знаете, вот есть города, которые отшлифованные, новенькие, прям как монетка медная блестит, красивые, но в них часто не чувствуешь вообще какой-то души. Вот в Сухуме явно эта душа есть однозначно своя специфика. Мне кажется, что здесь очень важно соблюсти баланс. Вот именно для Сухума очень важно соблюсти этот баланс. Город для жителей, в первую очередь, и город для туристов. Город, который хранит свою историю и бережно проносит ее через века. И город, который идет в будущее, потому что это тоже важно. Мы не должны застрять в прошлом. Мы должны идти в будущее и видеть это будущее. Это будущее должно четко соседствовать с той глубокой историей, культурой, которая у нас есть. То есть мы должны высоко держать определенную планку качественного уровня предоставления услуг, потому что мы все равно ведь про туризм, да, мы же все равно хотим, чтобы люди сюда приехали, но при этом этот город должен быть конкретно комфортен и для горожан, потому что, все равно наблюдается определенная сезонность, да, хотя мы понимаем, что, я понимаю, что здесь, мне кажется, можно круглый год найти для себя какие-то активности, какие-то интересы, и он не ограничивается летним отдыхом. А мне кажется, что и весной, и осенью, и зимой тоже есть что посмотреть, и куда сходить, и как почувствовать, и чем заняться. Но, тем не менее, вот этот формат комфортного города для жителя, он тоже должен быть, потому что если жителю хорошо, то и туристическое место развивается соответствующим образом. Он должен быть интересен инвестору, соответственно, здесь должен быть работать бизнес. Но инвестор, здесь тоже есть очень интересный момент, я обратила внимание, может, я ошибаюсь, вы меня поправьте, если что, как будто бы вот в Абхазии, в частности в Сухуме, есть желание какого-то инвестора внешнего всегда привлечь. Но мне кажется, что это крайне неверно. Очень важно, чтобы инвестор был внутренний. Это должен быть свой доморощенный инвестор, который живет здесь, который ассоциирует себя с территорией, у него здесь семья, у него здесь корни, и у него здесь будущее. И вот этот человек должен вкладываться в развитие инфраструктуры, туристической инфраструктуры, приводить в порядок вот шикарные особняки, и делать там, не знаю, рестораны, бутик-отели, какие-то еще места. И вот через это пойдет развитие города. Внешний инвестор никогда не будет любить этот город так, как его любят местные жители. И вот это очень важно. Когда мы делаем ставку на внешнего инвестора, не всегда это хорошо. Вот город должен быть активным здесь для местных жителей.
Сухум расположен в замечательном природном ландшафте, где прибрежная равнина переходит в холмистую местность, создавая особую историческую картину ландшафта. Важная черта Сухума – его гармоничная вписанность в природную среду. Именно природа задает особые пропорции границы города, горной грядой и морской бухтой. При взгляде на Сухум со стороны моря видна глубина городского пространства, расположенного амфитеатром на разных уровнях. Концепции исторической застройки повторяют элементы ландшафта, усиливая его эстетическую емкость, не разрушая естественную красоту. Для Сухума характерны стройные пропорции пространственной организации городской среды и единство городского ансамбля. Все это создает неповторимое лицо города. Ну, я хочу сказать, что у меня болит сердце по этому поводу, как и у всех нас, кто любит город, кто понимает его ценность. Знаете, некоторые иногда говорят, ну что, Сухум, маленький город и так далее, вот давайте большие какие-то здания и прочее. Это значит люди, которые мало того, что они ценят, они не понимают вот эту красоту сложившегося архитектурного стиля. Я уже приводила в какой-то публикации и часто люблю повторять слова известного режиссера Александра Сакурова, который впервые попал в Абхазию после того, как он очень много стран и столиц, и прекрасных городов увидел. Он сказал, у вас потрясающий город. Я бы предложил центр вашего города сделать памятником, который бы охранялся ЮНЕСКО. И я бы не разрешал здесь ничего менять. Вам нужно сохранить вот эту ясность, этот воздух, это пространство и вот это настроение, которое создает город. Я помню, мой отец тоже говорил, что вот так интимно, мало в каких городах море объединяется с городом, входит вот в сам город, и город как бы обнимает это море своей набережной и так далее. И, конечно, вот разрушать нельзя. Но мы видим, что люди используют вот этот контекст, сложившийся прекрасный, для своих каких-то проектов. Мне кажется, для современных многоэтажных каких-то объемных проектов можно использовать окраины города, даже не окраины, но просто за пределами вот этого исторически сложившегося центра. Но, к сожалению, многие хотят именно в старые кварталы как-то застроить их новыми какими-то гостиницами и другими объектами. И вообще, мне кажется, нам не надо забывать, что Сухум – это столица. Это не прежде всего курортный центр, а мне кажется, многие бизнесмены хотят превратить его вот в какой-то курортный центр прежде всего. Но мы не должны забывать о том, что это прежде всего столица. Курортную инфраструктуру можно развивать опять-таки в каких-то районах города, но не в центре. Центр должен быть административным, культурным, с историческими достопримечательностями, с парками, вот, а не с какими-то хаотическими, натыканными вот гостиницами, которые, исходя из там маленького места, вдруг вырастает какое-то очень узкое, длинное, высокое здание, которое просто разрушает весь квартал. И, конечно, это очень обидно. К сожалению, вот я не знаю, почему власти такие бессильные в том, чтобы все-таки какие-то очень важные правила заставлять соблюдать. Потому что нарушается красная линия на вот, тротуарах. Дома в силу своего большого объема, они не умещаются в этих выделенных участках, выходят на тротуар. Это просто настолько безграмотно. Это вот нас характеризует просто как людей, которые владеют городом, цену которого они не знают и не понимают. Это очень обидно, потому что на самом деле очень многие горожане ценят, понимают, любят, хотят сохранить. Но вот почему-то уже сложился такой даже конфликт, можно сказать, да, когда любителей города и тех, кто
хочет сохранить вот сложившийся архитектурный ансамбль центра города. Их называют такими ретроградами, которые не хотят развития, которые не дают бизнесу развиваться и так далее. Мне кажется, это неправильный подход. Хорошо было бы, чтобы все, и люди бизнеса, и люди, так сказать, профессионалы, и руководители города, все бы понимали, что у нас большая ответственность, потому что сейчас, когда есть возможность развивать какие-то проекты, вот как раз в это время мы можем потерять очень много. И сейчас очень важно согласиться, прийти к какому-то консенсусу относительно каких-то правил и красных линий, которые нельзя нарушать. В советское время произошло бурное хозяйственное и культурное развитие Сухума. Именно в это время начинается новый этап в истории города. Если в начале XIX века строительство велось в горной части и в основном личных домов, то в советское время осваивается равнинная центральная часть и уже возводятся общественные здания, площади, улицы и жилой фонд. Началась активная реконструкция города. Пока шла съемка нашей передачи, нам прислали фотографии сноса памятника архитектуры дачи Остроумова, которая находится на территории Виема. Руководство этой организации решило снести памятник и построить на его месте стоянку для машин. Однако снос успели остановить. Надолго ли, покажет время. Честно говоря, я несколько лет назад был на этом месте и наблюдал за этим зданием. Мне показалось, что оно в вполне нормальном состоянии. Очень жаль, что его довели до такого состояния, что оно начало разрушаться само по себе, как по словам того, кто снес одну из стен. Мы пока остановили, по-хорошему нужно тщательно, то есть обмерить, очистить его и восстановить. Однако в последние десятилетия идет хаотическая застройка исторической части города. Сухум стремительно теряет свое лицо древнего города. Некоторые бизнесмены, не считаясь с мнением общественности города, разрушают старые дома и строят многоэтажные апартаменты и гостиницы на самом берегу Сухумской набережной. На фоне проходящей урбанизации нам грозит потеря исторической части Сухума. В республике принят градостроительный закон, который так все долго ждали. Пришел инвестор, предлагает реконструкцию набережной и других мест. Какие же перспективы ждут нас в городской застройке, рассказал нам главный архитектор города Беслан Баргателли. Первостепенно, вот с чего мы начинаем сейчас, это следовать правильно расставленным приоритетам. В приоритете у нас человек, идущий, пешеход. То есть пешеход – это 100% населения, и поэтому у нас в приоритете тротуары и тротуарно-пешеходная инфраструктура. Мы занимаемся тем, что пересматриваем, в принципе, обустройство тротуаров. У нас не только в плохом положении тротуары, но они еще и не соответствуют времени. То есть мы не можем восстанавливать тротуары в том виде, которые они были ранее. Мы должны их пересматривать и делать так, чтобы они были удобны для пешеходов. В общем, интересы автомобилистов мы не должны учитывать в городе. Автомобилист он не главный, а главный пешеход. Поэтому сейчас много критики в мой адрес в том числе со стороны автомобилистов, но мы идем по правильному пути, на мой взгляд, так по пути известных городов, которые сейчас вот подают пример, как правильно развиваться. Например,
Это также и малые какие-то архитектурные формы, это восстановление набережной, чем мы еще занимаемся сейчас, да, отрезка, один из участков набережной, мы занимаемся реконструкцией при помощи вовлеченных проектировщиков из соседнего государства, которые нам помогают, наши друзья. То есть совсем скоро, буквально через год, к новому сезону курортному у нас должна быть, и мы надеемся, что у нас все получится, новая набережная Диоскуров. Все будет концептуально в едином стиле. Сознательные граждане, жители столицы, чиновники, принимающие законы, все мы должны понимать ценность и сохранять культурное наследие нашей республики.